детстве, да, мы же все-таки дети, рожденные в СССР, так скажем, да. И я застала еще, как только я вступила в пионерию, все, Советский Союз развалился. И я помню, как это все было. Сначала все было хорошо, мы ездили, гастролировали в Москву, в Ленинград, мы летали самолетом, то есть постоянно фестивали какие-то. Все это оплачивало государство, потому что мы были нужны государству. У нас национальная республика, то есть у нас должны были свои быть нацкадры. Все, очень многие артисты ездили за счет государства, получали образование, ГИТИС, там, кто-то еще куда-то. И когда в один момент в одночасье все рухнуло, я тогда еще, может быть, ребенком это все не понимала, но я понимала, что нету продуктов питания каких-то определенных, да, что какие-то трудности, что вот этот хаос, неразбериха, что потихоньку все как бы меняется к чему-то, но я не понимала к чему. И тогда Лариса Петровна каждый день говорила: не верьте тому, что происходит, не слушайте никого. Вот Сталин был прав, вот я за коммунистов, потому что мне советская власть дала все. И вот Лариса Петровна всегда говорила: вот если бы не Сталин, если бы не советская власть, то, наверное, у меня бы ничего такого не было. Отчасти она права, потому что государство ей давало все, и она все делала для этого государства. Они выкладывались, вот то поколение, оно выкладывалось на все 100%. Сейчас, может быть, правда, другие времена, мы другое поколение, да, но у нас другой режим, у нас другая система, мы тоже, опять-таки, элементы этой системы. Сейчас, извините, но государство, я бы не сказала, что полностью обеспечивает всех. То есть мы не летаем за счет государства самолетами, то есть каждый находится на своем самообеспечении. Какие-то есть плюсы, какие-то есть минусы, но зато нет дефицита, зато все есть. Время предприимчивых людей. Наверное, время компьютеризации, опять-таки другие книжки, другие игры, другие интересы, другие ценности. Я не знаю, к чему это приведет, вот смена власти, может быть, что-то, кто-то придумает еще какую-нибудь, не знаю, революцию очередную, и мы опять будем пожинать плоды какого-нибудь человека с сумасшедшими идеями, который привел к чему-то, вот кто-то же придумал эту советскую революцию в свое время. Но сейчас, когда пересматривая историю уже, когда ты уже взрослый, со своим интеллектом, как-то этой личностью уже, ты можешь понимать, что какие-то вещи, может быть, сделаны были зря, и, может быть, не надо было таких вещей делать. Вот как мы сейчас все безумно устанавливаем церкви, датсаны, все эти исторические памятники, а тогда же это все просто уничтожалось, и для того времени это и не было ценностей. Поэтому, я думаю, все-таки надо немножко быть спокойнее, наверное, и не делать таких сумасшедших перескоков, как в свое время большевики. Они просто стремительным скачком перешли к социализму. При этом на своем пути очень многое, конечно, они и уничтожили. Вот я бы сказала, вот мое такое отношение. И я, когда перечитывала историю, я поняла, что я ближе, наверное, к эсеровцам была, если бы я была в том времени. Но я как бы со стороны, как обыватель сейчас смотрю, но я понимаю, что... Пришлось бы в Париж убежать. Опять-таки, да, вся интеллигенция, она уехала в Европу в то время. Ну, не знаю, сейчас вся интеллигенция тоже перебирается куда-то. Все покупают себе дома за границей, недвижимость за границей. Очень многие, я слышала, вот наши актеры российские, они почему-то сейчас облюбовали вот Вильнюс, Ригу, Таллин. То есть почему? Потому что там спокойнее, там есть какой-то свой, наверное, мир. А сейчас мир все-таки хаос какой-то, мне кажется, все равно. Пусть предприимчивых людей, но кто-то в этом мире может выжить, а кто-то нет.